Марш долчат, ходезагащи. Добро пожаловать, дорогие гости, в наш детский сад, солнечный город. Приветствие и благодарность с самого порога. Вот так по-особенному тепло встречает в солнечном городе главу Ингушетии. С первых шагов сразу понятно, это дошкольное учреждение оправдывает свое название. Это не просто дети или взрослые, а персонажи древних ингушских мифов и сказок – Нарто и Малх-Аза. Поздоровайся с нашими гостями. Добро пожаловать. Малх-Аза, поздоровайся с нашими гостями. Марш долчат. Так, ну что, идем? Красочные коридоры, воздушные шары, хорошее настроение. К встрече гостей в актовом зале все готово. Дети совместно с педагогами подготовили целую программу к долгожданному открытию. Я искренне поздравляю всех директора, я поздравляю всех воспитательниц, я поздравляю детей с таким уютным, теплым помещением. В каждой группе у вас сложится и будет складываться самые добрые воспоминания в будущем, начиная вот с этого детского сада. Я также хотел бы поблагодарить вот застройщика, мы их мало отмечаем. Сегодня, я думаю, вот Галаев Альберт Асхабович, да? Да. Вот, он у нас строил, значит, он будет, я так понимаю, 5 лет минимум присматривать за детским садом, чтобы у вас здесь ничего не сломалось, а если сломается, вот, дядя Альберт будет приходить и ремонтировать вам его. Вот эти вот все вещи. Дошкольное учреждение «Солнечный город» возвели, что называется, на совесть и в срок. Слова благодарности в адрес подрядчика и строителей сегодня звучат не только от главы, но и от самых маленьких. И очень красив за то, что вы строили, клеили, красили, за то, что искусно наш садик украсили. Пока одни поют и танцуют на сцене, другие в ожидании своей очереди. Радима Бузуртанова этот день ждала с нетерпением. Красивая укладка, блестящее платье, модные аксессуары. К выступлению она готова. Вот у меня красивое платье. И сегодня мы будем танцевать танец звездочки. Как после ночи наступает утро, так и после зажигательного танца звездочек пришло время исполнить важную миссию – зажечь свое детсадовское солнце. Эту роль на себя взяли сами воспитанники вместе с Махмуд Али Калиматовым. В новом дошкольном учреждении для ребят созданы все условия: аудитория для групповых занятий, комнаты для сна и отдыха, музыкальные, актовые и конференц-залы, медицинский кабинет и пищеблок. Здесь предусмотрели все необходимое для доступного образования, внедрены передовые образовательные стандарты. А еще спортзал, где имеется все необходимое: тренажеры, мячи и обручи. К слову, некоторые будущие чемпионы уже начали свою подготовку. Для детей постарше скоро оборудуют и компьютерный класс. Гаджеты уже заказали. Привезут и музыкальные инструменты для общего образования. Вместе с медработником в единицу штата введен и логопед. Большое мероприятие не только для нас, для наших сотрудников, для министерств, ведомств. Конечно, все нам помогали, все как бы с любовью оформляли детский сад. И я думаю, что детям и родителям всем это понравится. Программа уже закуплена, сотрудники прошли собеседование. И как бы все уже, каждый воспитатель будет своих на рабочих местах, которые сегодня работают по программе Веракса до рождения, от рождения до школы. И также вариативные программы, которые будут у нас в дошкольном учреждении. Магаз, умники и умницы, карамельки. Названия для групп здесь придумывали всем коллективом. Креатив хоть и важен, но не первичен. Что не скажешь о безопасности, этому уделили большое внимание. Аварийные выходы, система пожарной безопасности, охранная сигнализация и видеонаблюдение. Заблудиться здесь будет невозможно. В общем, с сегодняшнего дня у этих детей начинается новый этап жизни. Каждый из них готовится к общению со сверстниками по-своему. Меня зовут Хама, меня зовут Хатик, а моя кличка это Хатик. Потом моя фамилия это Ахиркова, моего папу зовут Гихан, маму Хади, еще сестру зовут Сальма, другую сестру зовут София, другую сестру зовут Мадина. 24 воспитателя, 12 групп и столько же нянь-помощниц. Детский сад на 220 мест построен в рамках нацпроекта «Демография». С его открытием появились и новые рабочие места. Штат уже укомплектован. Воспитатели очень довольны. В саде первый раз я был.
Первый хайни, ну кача бог вя, пас ну цикчи кадук бог вя, ну оз каш пестовши аз бог вяш метики да стандарт. Оз бирж масняра воспитатель команда должны. Сбиржи дик ахи ходош из должи дарик условиш. Ёлжетон условиш хаяетон. Салон красоты, ресторан, пожарная станция, развлечения в игровое множество. С сегодняшнего дня они доступны ежедневно на радость маленьких жителей. К слову, некоторые уже выбрали для себя не только милый уголок для игр, но и будущую профессию. Как у вас болит? Дышите. Не дышите. У вас так плохо. Мы замерим вашу температуру. Как вы думаете, я больна, доктор? Больна. Мы с вами дам лекарство. А вот в соседнем кабинете, возможно, будущие инженеры копаются с конструктором, строят домики и машины. Мансур Аздоев твердо для себя решил, после такого красивого садика хочет пойти в не менее красивую школу. Строительство начал уже сейчас, а заодно и объяснил нашей съемочной группе, как это делается. Просто берешь там крышу, ложь там, берешь какие-то инструменты, окно делаешь там, окна какие-то, там делаешь столы, доска делаем. Ждали этот день не только дети, но и родители. Красочно, качественно и, самое главное, в шаговой доступности. У этого садика много плюсов, уверены родители. Садик очень красивый, очень благоустроенный. Надеемся, что дети будут очень рады посещать этот сад. Много всего обещают, что будут и кружки различные, и спортивные, и учебные занятия будут проводиться с нашими детьми. Вот, дети, как говорится, наше будущее, наше счастье. Вот. Мы будем рады посещать этот садик. Солнечный город распахнет свои двери для занятий уже скоро, ну а пока у детишек есть возможность подготовиться к встрече с первой ступенью к будущему. Добавлю, в 2021 году власти Ингушетии планируют строительство 9 детских садов на 1980 мест. Таким образом, очередность дошкольного учреждения, которое на сегодня составляет чуть более 5000 детей, сократится на 38%. Хава Гагиева, Магомед Белокиев, Новости 24.